غالا أي نشابوش أي إتن ساجم текст تحري. Да, я это прислал, чтобы спросить насчет Гайрбеков. С Гайрбеков стояла, и он чей пригородный был, что она Гайрбеков бяпеш. Это просто часто повторяется, я поэтому прислал тебе. Керим, Советский Союз, яхай, Хинс, Россия, яхай, чиновники, карахудуд, это Москва решает все. Сибриар, Хавошел, Гайрбеков что, торговался? Гайрбеков, он просил пригородно вернуть. Он просил чеченцев вернуть в этот самый Ауховский район. Ему сказали на месте. Он мелкий чиновник. Гайрбеков, Карахумадац, Гайрбеков, Цахумдаца, и во-вторых, там он еще пишет, Гайрбеков и этот сам, Бимбулат, этот сам, Богатырев. Богатырев в то время вообще подросток, он вообще отношения к Гайрбеку не имел. Гайрбеков-то умер в 60-е годы. А Бимбулат, Бошек, он где-то, наверное, лет на 12 старше меня, так, Наурский Шелковской район присоединили. Это не потому, что Гайрбеков попросил, во-первых. Во-вторых, он пишет, Гайрбеков, говорит, пахотные земли. Кстати, на Урском Шелковском районе нет пахотных земель. Буруныш, мы ты Шелковском, на Урска, ты же бывал, наверное. Пахотные земли, самые лучшие пахотные земли были в пригородном районе. Пригородный район Осетин, да, я лил, пригородный район, ага. Самый высокий слой чернозема. Такого слоя чернозема не было нигде на Северном Кавказе. Цундела, Хириш попросили оставить в Осетии. Это Масоязин, Мадуац, Галыш Нахуш, Мадуизда. Первый секретарь обкома обратился, Ахири имели вес в то время, у них и герои Советского Союза, и генералы, и в аппарате ЦК КПСС более 20 осетин работало. Етин, а ночи Сибриер, Хабалош, Хасхеч Балин, Бац, это ООН, представитель этого самого Британии выступил, доклад, который написал Авторханов. Вот. Он упал с приступом в обморок, они вынуждены были вернуть людей. Вернуть деши, они думали, как бы это ограничить, русификацию, и они первое, что сделали, чеченцы возвращаются, но их не пускают в горы. Ингушей тоже не пускают Асиновскую котловину. Но к ним присоединяют к республике Шелковской Наурский район, где 90% живут казаки. И идея была, что расселить этих чеченцев, которых не пустили в горы, и ингушей, вот именно вот в эти самые между станицами. Ингушей, значит, частично допустить пригородный район, а пригородный район, Адокпеш, Хири, Газ, Кайбу, естественно, происходит смешение. Язык уже основной язык русский. Кроме того, их поселили в Сунжинске. В Сунжинском районе в основном казаки жили. Новый Ритант, новые Ачалуки, Алдой, и туда заселили. Чеченцев, которые не пустили в горы, Чеберлоевский район, Шаройский район, и Тумкалинский район, Галанчошский район, их всех распределили по Шелковской Наурский район или Сунжинский район. И они надеялись, что там потихоньку Газ, Кашнюк, Анах, Чебеш, Абрусени, Хириал. Вот. Но они не учли того, что Цигабел, Шунцабоча, молодежь Газки, они же не возвращались в станицы. И в итоге уже в 80-е годы чеченцы стали основным населением этих районов. Наурский, Шелковской. Это для этого было присоединено, а не в обмен этого пригородного района. Да? Просто сейчас митинг хилля шейк далуштега ночиш дал и галыш выступаешь провокатор ждайте, но все равно стычки не произошло. Поэтому они стараются продолжить, чтобы они уже не могли вообще согласия, и дальше будешь. Цундел гинца и провокация продолжаться, у меня дена цечохила, шена, орстхохила, бош,
они всегда считали себя, они могли хоть кем себя считать. Есть чеченцы, которые, у них предки были чеченцы, они сейчас кумыками себя считают. Есть чеченец, который до сих пор писался чеченец, который фамилию все изменил и русским записался. Телевизор шел выступать, даже я потомок Романовых был. Что я аж батюшка? Ну, ты можешь, хоть африканцем себя назови, да? Ну, факт-то есть факт. А с этим они не считаются. Ехали из Грозня, ляца элдер, под интернет чечен ньюс кадр, Ганиеви, Цичоев, Шигалги пропали в Грозном. Специально провокация, чтобы долдали. Далеко не зашло, а усиленными темпами сейчас стараются они подвести к тому, чтобы национальное образование убрать в России. Грозненская область, Назрановская область, там Владикавказская область, Махачкалинская область, в составе Южного федерального округа или Северокавказский край. Это планы давно, что в советское время вынашивались еще. Но в то время не могли резко к этому перейти. А Советский Союз распасся с 91 года, царь Дюич, это у них мечта была. Вот, они к этому стремились. Он ГКЧП Ерейхелел в 91 году. Почему ГКЧП не победила? Потому что победители ГКЧП хотели восстановить Советский Союз. А основная масса русских националистов и КГБ, армия, они не хотели Советский Союз, они хотели Россию, чтобы это называлось. Вот с этой целью их КГБ никто ГКЧП не поддержал, те, кто были созданы Советским Союзом. Видите? Вот, а если бы восстановили Советский Союз, их планы пропадали. Им надо было сделать Россию, и они хотели повторить ленинский большевистский трюк. Признать независимость союзных республик, быстро окрепнуть, а потом их всех собрать. Ну вот здесь вот как раз им очень сильно Чечня помешала. Поэтому вот эта особая жестокость. Европе, даже в Афганистане, Сирии, цигар беженцы, отношения с самые бесправные, даже грудной берег латали, выкидывать, что ты хоть раз слышал, чтобы группы там афганцев взяли, выслали обратно в Афганистан беженцев, там нету такого. Политики охуела, что а в конечном итоге царь Дештега уже подготовили они по всей России, вот, и сейчас мацал лешхальчагаски национальные республики, название Штаяхт, что они готовы умирать от голода. Путин поддержать даже. Главное, чтобы вот этого национального не было. Так и так, как Масарел Чогар, демократ, да? Нахчи, а нахчи, халак бина эльча, поддержка Путина. И что, Карим, ситуация. Просто вы организован нах Болгарии, диктор, а вы цахили, чтобы собрать молодежь, специалистов, они бертады, болбат, не пришло в голову никому, наоборот, старались разбить всех. Коллектив Ялгари, так, Садар. А هم ايه كده خزي بارس هون خزي صوم ديك شويه لا ايش ثم افتر خانه حقيقه алло да автор Ханов как Голцена явился причиной, да, этого? Дело в том, что в 1956 году, когда было очередное заседание ООН, до этого Авторханов, Язеш, Киев, Шлицо, Дакихайтин, они не обращали внимания. Кстати, самое интересное, даже Гаской, диссиденты, которые в Европе были, в разгар холодной войны, они говорят, против Советского Союза, Иштига, концлагеря, нахбойшба, не печатали, говорят.
Ни во Франции, ни в Германии, ни в Британии, ни в Америке. Они все равно, холодная война, все равно вот эти скрывали, да, юнш. А в 1956 году, когда на заседании ООН Советский Союз начал очень крупное движение, вот это национально-освободительное движение, антиколониальное движение в документах партии, что Советский Союз будет полностью поддерживать свободу народам Африки, Латинской Америки. И они открыто начали им поддержку оказывать. Вот. А английские колонии Шварт-Мэри. И вот тогда английский представитель, правительство Англии дало добро, вот, и составил справку большую Авторхану Абдрахману. И он зачитал на заседании ООН, когда выступил советский представитель, они уже знали, о чем будет. И он заявил, что вот капиталисты, империалисты весь мир закабалили, вот, народы Африки, Азии, Латинской Америки, они стонут под гнетом империалистов, и что Советский Союз, страна, как это самое, стремящаяся к миру, дружбе, самая гуманная в мире, мы будем поддерживать эти движения. А вот у вас, мол, там Америка негров мучила, там он большой доклад сделал. И после этого вышел выступать вот этот представитель английский ООН, и он зачитал этот доклад. И прямо во время заседания советский представитель, приступ сердечный, вот, скорый, Навигин тоже. Они не ожидали, потому что шейху Запад молчит. И сейчас то же самое, да? И вот после этого случая Хрущев, они, значит, да, мы попали в просак, этот запрос, все коммунистические, демократические, социалистические движения в мире, они вдруг начали спрашивать, а действительно у вас так вот? И вот для того, чтобы вот это прекратить, заткнуть рот Западу, они решили вернуть. Вот. Но вернуть Дэш они решили не всех. Например, турки-месхетинцы, потом крымские татары. Опять в Крыме они чубали швартхасты был. Турки-месхетинцы на территории Грузии и Армении тоже они решили, это пограничная зона, не возвращать. Вот. А чеченцев и ингушей возвращать Дэша и латниш, куски, жим-жим, кускишем, например, Веденский район и граница с Дагестаном, там тоже передали. Но это незаметная территория. А Ауховский район полностью передали. Часть Ножеюртовского района, несколько селений передали Казбековскому району. Вот. И Горбеков здесь ничего не мог сказать. Когда Горбеков что-то ляпнул, они его заткнули. Кстати, Горбеков поднимал вопрос как о возвращении с Казахстана компенсации на Ханды. Вот. Ему сказали, если вот такие вещи будете говорить, смотрите, они вообще в Казахстане останутся. Поэтому подписали, вот кроме Горбекова, там же были около 20 человек, было, бывшие коммунисты, МАСО, там же не только один Горбеков. И они подписали бумагу, что чеченцы и ингуши согласны вернуться без требования компенсации, без ничего. Алмазов, Горбеков, Болбиниш, Алмазов был там, потом этот, по-моему, Чехкеев какой-то был старик, он там был. Все до выселения, был партийные вот такие номенклатурах работники, они были как раз в этой комиссии. Их было, по-моему, более 10, более 20 человек, я сейчас не помню. Да, Дин, Валхари, там старики, они помнили. То есть Авторханову благодарили Галиещук, видно? Вот Авторханов, вот этот доклад, тот и зачитал, вот этот английский звать. Кстати, ее потом Авторханов и опубликовал, по-моему, там
убийство чечено-ингушского народа, Алдару какая-то, что у него статья у него вышла, по-моему, в конце 50-х годов он опубликовал это. Авторханов книг Шукаю, 92 год, переиздать, вот такая брошюрка, народоубийство СССР, и потом подзаголовок там был. И Гудина, что там он не только о чеченцах, ингушах, он и Выслодин, Балкарск, Карача, но он всех упоминает. Вот, сколько выселяли, сколько было, да, ну и все. Нохче теркистер, нохче лук. Авторханов, он теркистер, по-моему, Нёре румяцун, лах нёре руис. Сам он из Тейпансон, из Декцало, но Нохшмахкову, оттуда выходцы его предки были. Совет Айдал Кедеч, ну, бедная семья, вот, он учился, получил образование, вот, и очень, и совет Айдал Хадошхина, пропаганция Армуешхала, равноправие, каждая нация имеет право на самоопределение, изучение чеченского, действительно, вот, в школах начальной до 4 класса на чеченском языке преподавание, совет Айдал Дамахветня, Масана, Латнишлека, вот, естественно, Авторханов, потом Яра, Исраилов, Хасани, они все, конечно, поехали учиться в Москву, полностью совет Айдал поддерживает, что это дружба народов, это действительно увлеклись этим. Адрахман, Авторханов, Тханан, Слицер, Ненвашварч, Тханана, Дайнани, Даладела, Ненвашские, Мабуешка, они маленькие были, а Тханенваша от другой жены, от первой жены, по-моему, от второй жены был. Адрахман обычно постоянно Чуварбар, они старые знакомые были. И постоянно они спорили, Тхананс, Барша, Мария, Алла, вот Нахкер, Шеварс Оларбах, Делда Адрахман, Духчо коммунист, тот Ленин, вот Ленин написал это, Ярсан Айдал Дацоли. А Тханин Варсушхила, это Хабарду, а на деле Деште Гушват Сваволи. Ну это случайности, там эти рабочие, был Хабяхки, Нохчи, Айзоши, это же происходило в Гала. Кстати, нефтерабочие газеты печатали, сейчас раз печатали об этом. Иштварбар, они как раз жили Тханин, Йоккали, Шац, Мария, вот сказано, Мария Ганхалес, и Адрахман Авторханов, 36-37 год, они жили на улице Крафта, Вейгенс, за Шрипова, Вейнторгерцик, 7-й столовой. Это были жактовские дома, это Эл-Сиха, на той стороне космос был. Вот Скертаха, Тханин, Йоккалиша, Шмейчунсан, в то время из-за Махмуда, из-за Дойкрелерхела, он был директором театра, ну, чеченской интеллигенции больше. И они в одном дворе жактовском жили. И он, говорит, всегда прогулки, и направили университет красной профессуры учиться в Москву. А Тханин Вешега направление Москва красной профессуры, Дешхуя. А Кнен ваша как раз Тханан Мария Газхила, от Схейна, как младший, Йокал Ишмари, Дайаритинцу, так Шиша Давахшка, Хашсаквац, Урвац, он отложил. Адрахман Авторханов уехал учиться. Но он, Адрахман Авторханов, Цигадышхина, но он-то привык к этому, что коммунисты, они в лицо говорят, там критикуют все. Вот. И вот он, когда учился красной профессуры, там были в то время еще Кирус Махалици, большевикши, коммунисты, и там диспуты устраивали. Обычно там этот Бухарин, он главный редактор «Правды»,
Вот. И он собирал молодых коммунистов, они устраивали там эти самые диспуты. И вот там Авторханов уже пошел, да, и у него популярным стал он. Хананс Олар, мать-то его, как она просто, я умкечеши, вокол вещи изучен, годеши, она просто видела его. А Джамлес Оларбар, حيقل شوي أدرعمان أتصل هكذا دق أيخ والله إسنا إنسان حيقل شوي нах بويتع أتصل دик دويس кварт бал бешмовали. Он вообще его уважал, говорит, хотя Нейн вообще, по-моему, на года два, по-моему, старше был Адрахмана. А он приехал, этот самый Деша Хавена Адрахман, а Хавеча такие же люди не нужны, уже Бухарин, Сигаригас, Лёчхалла, его арестовали, потом выпустили, потом опять арестовали. Арестовали, с Дагестане, следователь дагестанец Хала, кстати, он живой был, он в 92-м году в газете «И Озерцо», Шаводерсона. Шел Архач, он был, даже его предупредили. Он сбежал, спрятался. А в 1942 году немцы, когда Малгабек из Хаяхкан, и он перебрался на ту сторону, немцев больше, к немцу Ауэрвали и Сагалыцу, главное, чтобы уйти. И он перешел туда, туда-сюда, и он в Германию они его вывезли. Немецкого Сабалберсалез, но он выехал в Германию. От Солчевого КГБ, то есть сотрудничество с нацистами, они не смогли ему пришить. А Юха ростовский центр, научный центр в Ростове, Цигаха Ростове, в 1973 году, он уже на втором курсе, по-моему, был, Джабиров, Ибраим был, шорт телевидения, Болбеш, ты помнишь его? Я не помню. Значит, он на пенсию вышел. Он, в то время он заочно журналист факультета, а Дуешури в Ростове в 73-м, телевидение Балхвейра. Так, в 72-м я пришел на работу на телевидении. Джабиров как раз от Схейна был, но он уже учился на факультете журналистики заочно. Так, сол вахкор из тайпан экшбатовар сильчуэлар баркушпа. И он как-то это самое сюекбар шагар лекцию сад канвелгар вообще говорит еле кокшти алят лет за 80 тоже. Профессор Варшей Бах. Йоха Хаттер, кто откуда, что а вы откуда, или Бах, молодой человек, из Чечен Ингушетии, а кто вы по национальности? Чеченец, Ушаэш. Ах, звонок, перерыв ёшка наша, уже давечный, он, говорит, меня остановил, я знал одного чеченца, это был великий чеченец, и вот по ним я сужу о чеченцах. Я, говорит, знал Авторханова. Когда, говорит, в Москве, говорит, мы были высшие курсы в Москве, или он учился там или что, там с ЦК КПСС, говорит, они, говорит, с ним спорить, говорит, боялись, а он, говорит, великолепно владел, говорит, материалом, да и спорить даже. Вот. И говорят, что вот Сталин, что Авторханов, там он статьи публиковался в газетах, и какую-то статью Сталину принесли, Цоязи, раскритиковательная. Вот, там Сталин, доклад он разбирал или что-то. В общем, неблагонадежно, ненадежно. Дальше человек, который имеет свое мнение, обычно в Советском Союзе он не котировался. А тем более они всех убрали, бывших революционеров, Шмасов, Каменев, Зиновьев, Бухарин. Вот. А Бухарин пользовался особой популярностью среди этих красной профессуры, вот это ВКУТ и вот эти высшие учебные заведения. Да? Вот. И вот когда его расстреляли, десятки тысяч молодежи расстреляли. Там же по некоторым версиям, что Зудви Сталин, Аллилуева.
она что, преподавала тоже в этом университете. Вот поэтому она застрелилась, когда она Бöğüş-Пешмасу расстрелялись. Вот он уехал за границу, Абдрахман Авторханов. А его жена и 2 детей в октябрях, они комендатуру Ташкенте, квартира Елца. Они их, значит, фотографировали и заставляли писать письма Авторханову. Папа, возвращайся домой, нам очень хорошо, тебе ничего не будет, боже. Ты ушли, что? Скорее всего, они до конца были под контролем КГБ, и когда в конце 80-х разрешили поехать, Москва, Херсон, медицинский аж. Вот она как раз и вывела на своего отца, он очень осторожно был с КГБшниками, КГБ, Бобешвал, Санохчевали, Мдинабар, после Чохал Хеттабарцу, он до конца не верил, что они могут сотрудничать. И Хасан Исраилов тоже вот такой же, да? Тоже он писал в этих центральных газетах о коллективизации, колхоза, да, царях ляц. Поэтому стал врагом народа. Германия. Каждый может зайти, что ли? Он Цакача. Он в Германии в 40-е годы он писал, публиковал, постоянно ездишь политически Америки, Британии, Франции, Германии, Массерга, ездишь халапес. Сибрях багайте нахуй. А? Сам не присутствовал. Нет. И он писал, и его знали, что он вот это пишет. И, кстати, среди старых этих самых иммигрантов, после гражданской войны, Доборныш, среди них он котировался. Они его издавали книги, вот «Посев Божий». Потом создал «Голос Америки», то есть «Радио Свобода». «Голос Америки», «Радио Свобода». Там он работал в 40-е годы. Его знали. И вот как раз в событиях еще вот эти британские, они вспомнили, что вот он обращался, и они Авторханова попросили, чтобы он подготовил доклад. И что подготовил 1956 год. Он больше наха, он чакбер 45-й год, война хватсан, годинецу, он в 45-м году война, когда закончилась, лагерь был под Парижем, Инстрадейшич Дюцер, сега с лагеря доша, трех варбар, ночи голы, там военнопленные, вот эти крылишвац. Авторханов приехал туда в 45-м году, ночи Сибрях Баритина, Шуцадахча, Шудин, Дютах, Сибрях Тадоритер душу, Шудин, Мелдуш под контролем КГБ Херду, Садел Куздюсхар Шубош, то есть вот Ирдушин Бош. Вот этот самый Америке в Салауде, говорит Гугаев. Грозный Маситу Зверкас, Гугаев Салауде. Вот Гугаев Салауде там был. Гугаев Салауде остался, Традейшича, Алурвац Козахшир, да, на езжи, вежди, хухила цахашир, цевет ял. Потому что очень много приезжали советские офицеры, Родина вас ждет, Родина вас простила. Вот статья Сталина, это, говорит, вас обманывает, Сталин объявление Игнац. У нас нет пленных, у нас есть предатели, а у всех, кто в плен попал. Ах, цауруша, алша, хавелербар, йохтигар теркистерорбар, щекокан. Но дядьке в то время было где-то, наверное, лет 24-25, а те, говорят, подростки были, 19-20 лет теркистер. Но они вообще попали как, когда немцы отступали в 43-м году,
они как раз их несколько человек захватили, вывезли в Германию на работу. А их цик болбе чура дадаш боша, чермой топи ещикант. Он их оттуда нашел, нахчи голый гулберщик, долуште годеш голопес. И вот они попали в вот этот лагерь, американцы, англичане, когда освободили вот эту западную Германию, они вступили, вот их как раз они под Париж сводили. Ну, в основном Гаска Бубар, бывшие военные, там где-то более 10 тысяч человек вот с лагеря Барбар. Но вдруг был Гаска Масу, они отказались ехать, а дядька как раз согласился, их хакать, граница, их сразу, ты прикладешь, я жалешься. Вы что думали, бандиты, что вас простят, что ли? И в Челябинск закрутили, вот он Челябинский, вот шахтка, дайте полдаш. И в Цуангшхальш уже лешу, можешь ехать, вот он. В 49-м году где-то, в конце 40-х годов в Казахстане, Дахеца, все равно он по дороге умрет. Дай на не дождь, хавен ворта нет. И пленный бошно, он сам годеш лил штовар. Тапа чермоеви, канту бош, это ясны. 20, из-за топи ищи канту. Дадаш бош. Они почему-то даже вот в интернете, он Чермоев, он никак не может быть Чермоев, потому что он ищи канту. И у него фамилия была, я не знаю, вот фамилии, дядька Даязинер, но я сейчас не помню фамилию, это обычная чеченская фамилия. Дадаш лет за 40 дарбар, дядькс. Хабардович Дадаш, он, оказывается, в Мюнхене университет закончил. Юхцига и движение, что Советский Союз, дай мах парад мах курбу, и он туда, это движение влез, потому что Цигацун Бюш был вера, Ласки, Гюржи, вот эти бывшие офицеры, потомки этих дворян, вот, движение, они же многие поддержали, думали, что освободить Пирду. Вот. И вот Дадаш тоже туда это самое, вступил, он был вместе с этим, дружил Улагай. Улагай, Хесхарук, он вот, во время гражданской войны был генерал Улагай. Вот. В Деникинской армии Халака генерал Улагай. Вот Улагай, генерал Улагай, Кантвац. Сюнс Дотхалила Шхалер Дадаш. А Улагай, они фамилии, они сами Йошбу Чергзи, командой, ну почти обрусевший. Вот Улагай сам Дотхалила, и вот он как раз вот немецкой армии он вступил, Дадаш, и он везде на фронте Шада Качура, чеченш, сообщает, здесь чеченцы ингуши. Ишкел арбуш холодцов. Кёха дядь Ужахов. Цедок союз мамат Ужахов санар кел харвях кербарцу. Ю Исалау де Гугаев, Дадаш кел харвях керхала, а Дадаш он сам был подполковником Абвера. Цедок союз он что штурмбанфюрер, штатамфюрер, Барт, дядька стоит. И дядька попал в окружение, под Киевом попал в окружение. Выбрался он в начале декабря под Ростовом. Под Ростовом его проверили и кинули в гаубичную артиллерию. Он был корректировщик огня из гаубичной артиллерии с первых дней войны. Йох Цигар приказ, чечено-ингусский полк, а его перевели в чечено-ингусский полк. А в полку, говорит, он был Йохтоп Пербар 45-ки. И на них было, говорит, штук 5 снарядов. И вот, говорит, кинули их под Ростовом, в бой кинули кавалерию, бои, так что с винтовками, пулеметами. Цига Йоха Висаитовса, старший сержант, оставил, полк двинулся, они вдвоем шли за полком, а оказывается полк совсем в другую сторону шел. 75
5-й год дермется, 76-й год, традишь, ала, висает, молод, ваш вигнерис. Чикчо, молодых, чем белерса, знаешь, ночью гумдович умере. Йоха, подяк смаили, шашиш талиет, шиецвол, и накос твир, и ночевац. Ишт по карте, ишт адил маалер. А мне, говорит, дома догретня, говорит, буквально ахсахтали. Приказ пришел, немцы прорвались, направление изменить. Ой, ну, у меня 1000 людей было в Арцу, что я должен о вас двоих беспокоиться, Бараскабата. Йох цигара уже чем отступать, деш тавич, льешера, эмкита, хабуш, барбар, а вот с Бисунгарта, шадахаш уже халхаю бар осветительные ракеты. Осветительные ракеты только у немцев, говорит, были. Я, говорит, понял, что я опять в окружении. Ее Гоурцан, говорит, все равно продолжал, говорит, открытая степь же, вот, это где-то в сторону Калмыкии, от Ростова. Йох эмк машину, ба, йош, и, говорит, человек 5-6 кавалеристов, генер, дахаш, сразу, гишер, да, что, говорит, красное. Йох, эхкин, теваганша, доложитин, красноармейскую книжку, аша книжка, та или ба, даяч, чечен или ба, офицеров, ну, кубик шашва, ба, разоружить, ша, говорит, вистка говорит, и царь, говорит, топ, тур, массом, даяк, тышегр, ба, Гаур, даяк, ба, ша, говорит, тёпся тух, шунвитерши, я, говорит, удивился, ба, они просто красноармейскую книжку порвали, говорит, выкинули, а ще, говорит, тельщу, там, переметные сумки, вот, Гауры, кезик, я умающий, ба, эткщу, барщи, запасной, эткщи, и юху. И они, говорит, умчались. Юх, когда умадывается, и он двинулся в сторону Кавказа, уже голодный, саммо, я киночу, а гоит бах, велер из руки, я из окружения, я свой эш там, картолуш, меча, говорит, я тебя сейчас собаку спущу, казаки ж мои, со станичка, Ставрополя, цыган. Юх, прохладная. Где-то минуоды, где-то вот цик хакача, сигаха, уже кокшта цалатлуш, у него ноги, сапоги порвались, щекок урвашаба, уже мацал кокшта цалатлуш, да, кокш бож. Цикцан вакстаго чувитишабах, у него, оказывается, сын воюет в Красной армии, бабка и кет щекобир дож, снахаю барчо. И я, говорит, щинбатасо алишабах, уже, говорит, у меня горячка началась, и уже начали они приходить, говорит, проверять, дешь, и он, говорит, а здесь, говорит, больной у меня, тифом больной, чуцаборба. Их цог или бах, если найдут, говорит, уже тыловые не развесили, если скрытый красноармейцы, все, расстрелять бирбы, алду, хайс лилушвар, царь, говорит, том пасчи, йохал кожаным, калошсан, хумстигершин, вашу кубю. Цигюх бисун арвял ша, и патруль, говорит, остановил, давигенша, допросишь, ша, раска, мацашин, олар шабах, ша, чечену, акопш, ах, квиген варшаваль. Чечену, и, говорит, шолошли на айрон машин, тихо, говорит, и меня, говорит, минводы яц. В центре Хавари, Сига Бубах, здание, автоматчик, шляч, шкады дубар, байршко. Цик чуйгинша, немцу маттаха, колта, цаум елеба, сидит, говорит, за столом, дох стол дубар, юхцо немцу маттах, кюгласти, цаум елеба, вышел, юх халагаттен, из-за среднего роста, говорит, шел лоху бар, дядь, ищик хахаж, юх, ассаламу алейкум, елеба. Алейкум салам, он молодой в то время, сколько ему, 20 лет. Нахчева, мечарова, видишь, цигар-цигаруа. А хомилу или шабах, нахчевуша или бах, тап бош, хозяин, тапи, ищи кантуша.
И вот он его тот самый отправил на Украину, Йовцик к Украине, Ужахов был, Шуба, тоже он как где-то в лагере военнопленных нашел. Изи, Йохкицановчи, военный. И вот он до 45-го года опекал их, а в 45-м году уже немцу это было, он западный германец отправил американца освободить тече, пленя Хельсон, да, Каро, вот. Десур душа. И что хаец, и Салауди шен 44 год Италия гершер бар, Салауди и шлагерев цохавяхкан бар, Гугаев. Чунсан хавяхкан, кицатна, цер швейцарцу, я сейчас эти записи потерял по войну. Юх Сулка, юх Авторхановац, он уже в 45-м году, он, видимо, с этим Дадаш контактировал, наверное, скорее всего. Вот. И в 47-м году Салаудис бар, сейчас Адрахмани, с Германия халду, Америки, Тадарду Ахкаршашал. И Салауди, и этот Авторханов им помог, и их помог, трестак хылы, ночи голы, бывшие пленные. Авторханов, Своден, Нью-Джерси, Хадях Киршаш бар, в 49-м году первые междик, денег, шаш, ночи дубар, цыга Шварцюли, Барбар, Черкзи, Барбар, они не строили, шаш междик, день, вот смяжки лила бар, Салаудис. Вот, история халактира.